Дорогие друзья, отель «Джаннат», пресс-конференция, первый этаж. Мы находимся на пресс-конференции, которая полностью всецело посвящена нашей чемпионке Валентине Булат-Шевченко, телеканал НТС и НТС Спорт. Ну что ж, переходим к пресс-конференции и к интересным вопросам. Ну и, наверное, перейдем к вопросам. Как думаете, как будет удобнее? Давайте перейдем к вопросам. Мы успели провести небольшую аккредитацию, и первыми на очереди спутник KG. Пожалуйста, ваш вопрос. Можете прямо сидя, я буду подходить. Здравствуйте, Валентина. У вас первая защита титула будет против Джискай. Очень надеемся о вашей победе. Скажите, будет ли после этого реванш с Амандой Нунис? И второй вопрос. Аманда Нунис также проведет бой с экс-чемпионкой UFC Холли Холм, который вы уже выиграли. Ваш прогноз на бой. И третий вопрос. Павел Васильевич, вы очень опытный тренер. Есть ли у вас в будущем планы открыть в Кыргызстане большой зал Tiger Muay Thai, как в Таиланде, воспитать чемпионов? Так, первый вопрос адресован Валентине. Так, первый вопрос был, планирую ли я сделать реванш с Амандой Нунис. Ну да, как я во многих интервью говорила, что это еще не законченный вопрос у нас с ней, и, конечно, скорее всего, это будет, но мои ближайшие планы, я рассматриваю защищать пояс в своей весовой категории, потому что, когда я только пришла в UFC, у нас не было выбора, были только две весовые категории, 52 килограмма и 61. Гонять вес и выступать в категории, где ты должен мучиться от того, что ты не кушаешь, я не хотела, поэтому я выбрала 61 килограмм. Я чувствовала себя совершенно сильной, их совершенно хорошо, не гоняя ни одного килограмма. И чувствовала себя там замечательно, очень сильной и дралась за пояс. Как я неоднократно говорила, я считаю, что не проиграла этот бой, который у меня был с Амандой. И когда UFC открыли новую весовую категорию, 57 килограмм, я очень обрадовалась, потому что это весовая категория моя, где я не должна в бою смотреть и следить за соперницами, которые тяжелее меня, выше, то есть по габаритам, которые преобладают. То есть это именно тот вес, где я чувствую себя очень хорошо. И мои ближайшие планы – это, конечно, реализовать себя на все 100% именно в моей весовой категории, потому что я чувствую, что именно когда ты не борешься именно с различными, то есть ты где-то думаешь, ты эту технику не можешь сделать, потому что из-за габаритов твоей соперницы. А здесь я могу реализовать свой потенциал на все 100%. Отлично, поаплодируем. Второй вопрос был от спутника KG. Как вы оцените встречу и Холли Холм? Ну, я думаю, что этот бой будет очень интересный, и обе соперницы, они достаточно опытные, обе сильные, и, конечно, Холли Холм, у нее, ее геймплан — это быть максимально тактичной, по тактике выиграть бой. Аманда, она ставит акцент на удары, она комплексный боец, и я буду смотреть этот бой с большим удовольствием, потому что мне интересно посмотреть, какой будет результат. И как я неоднократно говорю, когда два соперника встречаются очень высокого уровня, тогда очень сложно предсказать результат, потому что он может быть как в одну сторону, так и в другую. Спасибо. Третий вопрос был Павелу Васильевичу. Вопрос был такой: есть ли в планах открыть Tiger Muay Thai
воспитать кыргызских бойцов в дальнейшем в Кыргызстане. На самом деле я тоже побывал в Таиланде, мне удосужилось посмотреть, как проходит семинар. Было очень-очень много бойцов с разных стран, и когда я увидел эту большую очередь желающих сфотографироваться с вами, действительно гордость просто переполняла. И, пожалуйста, микрофон ближе к вам. По поводу вопроса «Спутник KG». Ну, на самом деле, несколько лет уже Валентина выступает, и Антонина тоже за Tiger Muay Thai, который находится в Таиланде, на острове Пхукет. Это зал, который мы представляем. И в этом году действительно Tiger стал расширяться, то есть появились филиалы клуба в Китае, появились филиалы клуба Tiger Muay Thai в России. Вот, и, возможно, то есть в какой-то момент будут созданы такие условия, что можно будет открыть Tiger Muay Thai также у нас в Кыргызстане. Ну а что касается ММА в Кыргызстане, да, то я могу сказать, что ММА и Кыргызстан вообще это такая страна наша, где ММА развивается очень давно. На самом деле с середины 90-х годов ММА в Кыргызстане уже был развит. Сначала он развивался под другим названием, это как был панкратион и, конечно, кулату. И более того, кулату развивается с середины 90-х годов на базе физкультурного института. И бойцы, и люди, спортсмены могут получать образование именно по ММА в физкультурном институте. А это большая редкость, потому что мало стран, где ММА преподается на уровне государственном. И как раз таки вот мы относимся к такой стране. Ну и плюс федерация Эртаймаш Кулату, вы знаете, что когда проводятся поединки здесь среди любителей, то среди участников 450 человек, 500 человек. Это очень много. На самом деле это очень много, и это очень здорово, что такое количество ребят самого разного возраста, и взрослых, и детей, занимается ММА. Потому что ММА это на сегодняшний день самый комплексный, самый интересный стиль. То есть ту базу единоборств, которую мы имеем, любую, мы можем включать непосредственно в ММА. И использовать вот эти навыки, которые, допустим, приобретали в разных видах спорта, использовать именно в поединках по ММА. Отличный ответ, поаплодируем, друзья. Просьба огромная соблюдать регламент. Каждому порталу мы по 3 вопроса. Далее теперь переходим к аргументы и факты. Пожалуйста, ваш вопрос. Добрый день, меня зовут Елена, издание «Аргументы и факты Кыргызстан». У меня такой вопрос. Как вы думаете, Валентина, удалось ли бы вам достигнуть таких успехов, стать чемпионкой, если бы вы продолжили жить и тренироваться в Кыргызстане? И вообще, какие условия необходимы помимо упорных тренировок и работы с наставником, чтобы вырасти хорошим бойцом ММА? А второй вопрос, вы уже к Павлу и к Валентине, вы уже немного затронули развитие ММА в Кыргызстане. Как вы думаете, какие перспективы у миксфайта в Кыргызстане и могут ли наши бойцы, тренируясь вот у нас в стране, выстрелить в UFC, потому что даже Рафаэль Физиев, который скоро дебютирует в UFC, он тренируется не в Кыргызстане. И третий вопрос. Валентина Шевченко в жизни и в октагоне. В боях мы вас видим очень сосредоточенным бойцом, который не собирается жалеть соперника и стремится только к победе. А какая вы в жизни? Спасибо. По поводу тренировок в Кыргызстане, если бы вы не добились бы такого успеха, тренируясь не в Кыргызстане? Вы знаете, я очень счастлива и я очень горда тем, что я родилась и выросла именно в Кыргызстане, потому что Кыргызстан дал мне ту основу, которая мне необходима, то есть закалила мой характер, воспитала какой-то дух. И, конечно, всем своим результатам я неоднократно повторяла и не устаю повторять. Я обязана моему тренеру, в первую очередь Павлу Федотову, и моей маме Елене. Что касается в определенный период, когда я начинала, когда я соревновалась здесь, в Кыргызстане, то есть мы достигли такого момента, когда очень сложно было найти соперниц.
для меня, для моей сестры. То есть, а что такое профессиональный боец или вообще спортсмен? Это спортсмен, который должен развиваться и повышать свою квалификацию. И в этот момент Павел почувствовал, что для дальнейшего роста, именно профессионального, нам нужно движение. То есть движение, искать новых соперниц. На тот момент у нас не было соперниц здесь, и мы поехали в Россию, прожили в России несколько лет. Я выступала по профессионалам, там по тайскому боксу, по ММА, и опять же столкнулись с той же самой ситуацией, когда уже и там не было девушек, с кем можно было соревноваться. И тогда Павел принял решение именно ехать в Латинскую Америку и посмотреть, как там. И первую страну, которую мы выбрали, это было Перу, и Перу дало очень хорошую базу, то есть там люди, они ужасно хотели учиться тайскому боксу. Мы давали классы, давали семинары по всей стране, по всей Латинской Америке, и как бы вот так и сложилась наша судьба, что мы в повышении своей квалификации, как бы сначала в Россию, потом в Перу, но, конечно, как сказать, я могу сказать точно, что Кыргызстан — это основа всего. Отлично. Был третий вопрос. Какая вы в жизни и какая в октагоне? В октагоне мы все знаем, какая вы, а теперь про жизнь. Про жизнь, да. Ну, в жизни я могу сказать, что в свободное от тренировок время мне очень нравится проводить время на природе. Мне нравится заниматься интересными делами, интересными вещами, которые меня интересуют. Я очень увлекаюсь спортивной стрельбой. Мне нравится выезжать, мне, моей сестре, Павлу, мы всегда выезжаем на полигоны, где мы стреляем и практикуем такой вид спорта, как практическая стрельба, потому что в Перу, когда мы жили там 8 лет, мы соревновались по практической стрельбе в версии IDPA и IPSC. Это такой, на мой взгляд, очень интересный вид спорта. Так можно, если сравнивать в боевых искусствах, если это ММА, универсальный вид спорта, то в стрельбе это IDPA, IPSC. И мне нравится, как я сказала, стрелять. И лезгинка после боя, и как все уже сказали, после боя в октагоне все знают, какая я. Да? Мне нравится проводить время в спокойной домашней обстановке, когда мы что-нибудь готовим, какие-нибудь блюда, потому что мне очень нравится готовить нашу киргизскую кухню, также перуанские блюда есть, которые постоянно мы готовим. Выезжать на природу, находиться на озере или на реке, в зависимости, где мы находимся, и просто наслаждаться жизнью и проживать каждый день с положительными эмоциями. Отлично. Личная жизнь. Скажи, пожалуйста, какие планы на будущее? Ну, какие планы на будущее? Как у всех. Как у всех планы. Почему вы сразу всех интересует этот вопрос? На данный момент у меня моя карьера и профессиональный спорт — это на первом месте. Потому что быть в топе и удержаться там, ты должен полностью сконцентрироваться на том, что ты делаешь. Конечно, можно совмещать, но тогда будет 50 на 50, ни туда, ни сюда. Так, переходим. СТВ. Где вы? СТВ. Ваши вопросы? Здравствуйте, добро пожаловать в Кыргызстан. Мы очень рады, что вы все-таки приехали к нам. Основные то, что хотели узнать, вы уже ответили. И тут такой вопрос. 2 года назад ваша сестра приезжала, и она говорила, что в детстве вы любили гулять по базарам. Особенно Ошский рынок. Не только в детстве. Ошский рынок. Вот, если у вас будет свободное время в этот раз, посетите Ошский рынок. И вообще, первый вопрос. И Кыргызстан, по вашему мнению, за 9 лет, за 8 лет, есть ли изменения в людях, вообще в город, изменился ли? И тренер, вопрос третий. Действительно, результат спортсмена – это больше усилия тренера. И действительно, работа тренера очень ответственная и тяжелая. А есть ли разница тренировать девушек и парней?
То есть характеры разные же все-таки. Хотите первый ответить? Ну, давайте первый, да, отвечу. Вы знаете, когда только начинал тренерскую карьеру, да, это было в 92-м году, я еще сам выступал и одновременно начал тренировать. Но тогда мне казалось, что большая разница есть между тренировками женщин и мужчин, но и в том числе каких-то спортивных способностей. Но на самом деле со временем я понял и увидел, что на самом деле нету такой разницы, тренируемый мужчин или женщин, да, то есть способности у всех одинаковые. Женщины это давно доказали, есть женщины летчики, летчики-истребители, есть женщины воины великие, снайперы и так далее, которые сделали такие результаты, что можно только позавидовать. Вот, и поэтому я думаю, что все зависит от того, как мы развиваем человека. То есть, если мы его развиваем, человек будет развитым. Если мы человека не развиваем, он будет неразвитым. Будет это женщина, мужчина, никакого значения не имеет. То есть, все зависит от специальной подготовки. А качество у всех одинаковое. Мужчина может быть только немножко физически сильнее. Это единственное, что может быть. Во всех остальных это и женщины, и мужчины одинаковые. Поаплодируем. Ну и вопрос был к Валентине. На ваш взгляд, насколько Кыргызстан изменился, люди изменились и Приволжский рынок тоже. Ну, я считаю, что в Бишкеке одна из достопримечательностей — это, конечно же, Ошский рынок. И, как я хотела сказать раньше, не только в детстве, мне и сейчас очень нравится гулять, и потому что это такой колорит, это все, что ты хочешь найти, ты можешь найти там. И, конечно, если у меня будет свободное время, я с удовольствием пройдусь. И даже не так, чтобы купить что-то, хотя это, конечно, будет, но просто чтобы насладиться атмосферой. Потому что для меня Ошский рынок, он не просто место, где можно купить что-то, это как часть культуры нашей кыргызской. Я бы сказала, что два места всегда, о которых я думаю, Кыргызстан — это Иссык-Куль и, конечно, Ошский рынок. На Ошском рынке и так пробки, не представляю, что будет, если вы там окажетесь. Движемся дальше. Ош-Перим. Так, здесь, пожалуйста. Здравствуйте. Можно один вопрос задам вам? Ваша сестра Антонина Шевченко проведет бой 20 апреля в Петербурге. Будете ли вы присутствовать на том бою? Можете сказать ваши пожелания и короткое мнение о ее сопернице. Искренне желаю победу в ваших будущих боях и победу вашей сестре. Спасибо. Это и есть самая большая причина, почему это пребывание наше в Кыргызстане будет такое короткое. Это будет всего неделя. Именно по этой причине, потому что бой Антонины. А на самом деле она также очень хотела присутствовать здесь, потому что она была, я считаю, что мы должны быть вместе в такой специальный момент. Но очень большая ответственность, потому что бой будет в Санкт-Петербурге. И, конечно, я знаю, что много наших земляков придет поддержать ее, поддержать Рафаэля также. И она хочет продемонстрировать лучшее, что она может. И, конечно, выиграть бой. Поэтому она сейчас полностью сосредоточена на подготовке. До этого мы были 1,5 месяца в Таиланде. Весь тренинг-кэмп мы провели там. И у нее сейчас очень такой ответственный период, когда диета и когда осталось почти 2 недели до боя, и она не может себе позволить, то есть лететь в одну страну, потом в другую, поэтому она не смогла присутствовать сегодня с нами. Но, как вы спросили, буду ли я на бою, это да, конечно. Я, Павел, мы отсюда, мы едем в Санкт-Петербург, и всю неделю до боя мы будем находиться с ней как бы уже на финишной прямой. Спасибо. Спасибо. Алато 24, пожалуйста, ваш вопрос. У вас всего один вопрос, как я слышал.
Здравствуйте, Мария Иванова, Лото 24. Валентина, насколько вы приехали в Кыргызстан и будет ли у вас возможность посетить вашу любимую жемчужину Иссык-Куль? В Кыргызстан мы приехали на 1 неделю. Еще раз я повторюсь, почему на 1 неделю, потому что бой Антонины 20 апреля в Санкт-Петербурге. И я бы... Вот знаете, как интересно получается? Все эти года, на протяжении всех этих 8 лет, вот после 5 лет я всегда думала, все, надо ехать в Кыргызстан. И обязательно, если ехать, то это не будет короткий срок. То есть это не будет ни неделя, ни 2 дня, ни 3, это будет минимум 3 месяца. И, конечно, в моих планах всегда было это провести все 3 месяца, в идеале это на Иссык-Куле. К сожалению, я не знаю, как получится ли у меня в этот раз, мне бы этого очень хотелось, но Иссык-Куль для меня остается и всегда было таким очень священным местом, потому что когда мы были меньше, маленькие, Павел нас брал на тренировочные сборы, и мы все 3 месяца, летние месяцы проводили на сборах, тренировались на берегу озера, на природе, тренировались без всяких матов, то есть просто на простой земле, делали кувырки в таких полевых условиях. И сами готовили себе, гуляли, купались, и поэтому у меня очень положительные, очень хорошие эмоции связаны, конечно, с Иссык-Кулем. И если у человека в его жизни, можно так сказать, есть какое-то место силы, то для меня это озеро Иссык-Куль. Поаплодируем, друзья. Спорт KG. Пожалуйста. Валентина, здравствуйте. Если не секрет, за эту неделю вы будете тренироваться? И где, и каким образом? И есть ли такие люди, с которыми бы вы хотели встретиться, допустим, спортсмены, да, наши, вот, которые молодые, или те места, которые вы хотели посетить, либо в Бишкеке, либо природы, кроме Иссык-Куля и Ожского? Вот такой вопрос. Конечно, я буду тренироваться, потому что я должна поддерживать форму. Мой бой будет через 2 месяца, и я не могу себе позволить такой большой перерыв, как неделя без тренировок. Где я буду тренироваться, это секрет. Но я, да, буду тренироваться. И очень, на самом деле, очень много мест и очень много людей, которых я бы хотела посетить, с которыми я хотела бы провести времени. Но я просто физически боюсь, что не успею этого сделать. Поэтому я ставлю большой приоритет на свою семью. То есть именно уделить это время, помимо того, что мы сейчас, встреча с фанатами, посвятить моей семье. Отлично, движемся дальше. Автогид. Тоже, да, вместе, да, были? Отлично. Нью ТВ. Нью ТВ, пожалуйста. Здравствуйте, телеканал Нью ТВ, Дастан. Планируете ли вы завоевать чемпионство в другой весовой категории, то есть повыше? Первый вопрос мой. Думали ли вы провести бой под эгидой ВЭФ? Насчет этого тоже... Были ли у вас переговоры? И третий вопрос, какой бой был самым сложным в вашей карьере? Спасибо. Так, планирую ли я? Да, планирую завоевать 2 пояса. Планирую в других весовых категориях, да. Это в моих планах на будущее. Контракт с UFC, он подразумевает в себе, что ты не можешь сотрудничать с другими организациями. Если ты боец UFC, ты выступаешь только в этой организации. И что касается, если ты чемпион UFC, то на тебе двойные обязательства. И третий вопрос был... Я слышу. Самый трудный бой, все. Самый трудный бой в вашей карьере. Хорошо. Трудно сказать, выделить какой-то один единичный бой, потому что я занимаюсь боевыми искусствами с 5 лет, это уже 26 лет в боевых искусствах. У меня за мою карьеру было много боев, много подготовок, много тренировок. Для меня бой — это не только то, что ты провел в ринге или в
в клетке или в октагоне. Это гораздо больше. Это подготовка, которая шла к этому бою. В какой стране ты готовился, какую еду ты кушал, с какими спарринг-партнерами тренировался. То есть это все составляющая одного целого, многие факторы. И поэтому как бы сказать только один бой, какой он был, это ничего не сказать. Но я могу сказать, что, конечно, бои в UFC, они несут больше ответственности, именно эмоциональной. Почему? Потому что слишком большое давление на тебя извне, слишком много народа смотрит на тебя, и ты знаешь, что если ты сделаешь что-то не так, то это, конечно, будет, и все будут либо радоваться этому, либо критиковать, правильно? Но, опять же, когда ты относишься к своему делу искренне, и ты на каждом бою выкладываешься полностью, ты с чистой совестью, ты знаешь, ты сделал все то, что ты должен был сделать, все, что ты смог. И если не получилось, значит просто не получилось. А если все замечательно, ты не должен как бы говорить, все, на этом мое совершенствование закончилось. Ты должен все равно тренироваться больше, все равно усовершенствоваться. И поэтому для меня самое главное — это никогда не застывать на одном месте. Отлично. Поаплодируем, друзья. Ну, а следующий телеканал хочется выделить по-особенному, потому что даже я сам ребенком смотрел именно новостной момент «Новости спорта», где, собственно, Павел Васильевич ввел эту рубрику. И телеканал «Пирамида», мне кажется, сегодня задаст вопрос как раз-таки нашему легендарному тренеру. «Пирамида». Еще раз здравствуйте. У меня вот первый вопрос. Когда еще вы посетите наш Кыргызстан? И второй сразу, да, задам? Давайте по одному. Давайте. Чтобы не забыть ничего. Хорошо. Я не могу точно пока сказать, когда это будет в следующий раз, но сегодня мы утром встречались с президентом Кыргызстана, Сооронбай Шарипович, и он сказал, что в любой момент, когда мы захотим, когда есть у нас время, мы добро пожаловать, чтобы провести лето на Иссык-Куле. И, конечно, единственное, что я могу сказать, когда, это летом. Все, спасибо большое. У меня второй вопрос. Ваш самый первый бой в мировой арене. И чем он вам запомнился? И третий, сразу давайте я задам. К маме, заслуга мамы, конечно, вот таких воспитать, таких великих спортсменок, да. Маме, вот какая она была в детстве? Расскажите, пожалуйста. Спасибо. Вопрос, конечно, очень интересный, какая она была в детстве. Она была в детстве замечательная, как и сейчас. Отлично, все, да? Я не ответила, да. Ага. Самый на мировой арене. Давайте я вам расскажу про мой первый выигранный чемпионат мира. Это был 2003 год, Алмата, Казахстан. Чемпионат мира по тайскому боксу ИФМА. Это было все настолько волнительно для меня, конечно, это был такой уровень соревнований большой. Но вы знаете, что я могу выделить из этого? То есть я волновалась перед боем, конечно, я волновалась. А Павел перед боем, он мне сказал, что ты волнуешься, ты, главное, делай свое дело, и ты знаешь все, что надо делать. Ты умеешь все, и у тебя все есть для того, чтобы выиграть. Поэтому хватит, вот спортсмены любят перед боем размышлять, думать насчет боя. Просто не думай, делай то, что ты умеешь, и все. И я делала все, что я умею, и я завоевала золото. Канай Баянович. Пожалуйста. Валентина, ну, я знаю твою подноготную вот с таких сегодняшних дней. Ты дралась и в Муантае, и в Тургире, и так далее. Вот что тебе нравится в этой сопернице? Сразу ее нокаутировать, или с ней поиграться, или ощутить себя, вот, как мышка растет, да, как ты чувствуешь? Если бы мы играли роли в кино,
Я бы вам с удовольствием ответила на этот вопрос, поиграться с соперником или еще что-то. Но бой — это реальность. Бой — это реальность, где твой соперник также хочет тебя нокаутировать, также хочет тебя задушить, также хочет с тобой сделать все, что ты хочешь сделать с ним. Поэтому ты должен быть... Ты не можешь чересчур увлекаться эмоциями, ты не можешь думать, как я закончу этот бой. Такого нету. Ты просто должен быть готов к этому бою на 100%. Ты просто должен знать, что если бой будет в стойке, ты должен сделать это. Если бой будет в партере, ты должен сделать это. То есть для тебя не должно быть никаких моментов, где ты чувствуешь себя, что ты не знаешь, как реагировать. И если в бою предоставится возможность нокаутировать соперницу или соперника, ты должен это делать. Задушить или провести submission, ты должен это сделать. Но в первую очередь ты должен будешь быть готов это сделать. Люди добрые, люди жестокие. Какая ты? Смотря где. Я могу быть разной. Движемся дальше. Вечерний Бишкек. Первый вопрос к тренеру нашей Вали. Павел, скажите, пожалуйста, вот чем отличается манера ведения боев Антонины и Валентины? В ринге, октагоне? По-моему, отличный вопрос. Много спортсмен, и моя методика в том, чтобы смотреть на личные качества и физические качества того или иного бойца. То есть я стараюсь не придерживаться каких-то критериев очень четких, скажем, в технике, когда готовлю какого-то спортсмена. Я, допустим, вот Эмиль, в данном случае, он мой ученик, и он много выступал по ММА, и иногда за вечер проводил по 4 боя. Это причем именно по ММА, в Казахстане дрался в маленьких перчатках. Вот. Но у него совершенно другая манера. Да? То есть я видел его, допустим, когда ему было 16 лет, и он работал, он природный нокаутер. Да? То есть он мог работать с человеком, который весит 100 килограмм, то есть выходил иногда в абсолютную категорию и мог выиграть. А это очень сложно было на самом деле, да. Но дело в том, что его техника полностью противоположна, допустим, технике Валентины и Антонины, потому что я видел, что у него есть природный удар боковой, который он может бросать и очень четко в этом плане работать и выигрывать, да. Если взять Антонину и Валентину, то Антонина выше, чем Валя, да, и, соответственно, ей требуется, работа немножко на другой дистанции, вот. Хотя и Валя, и Тоня могут работать на самой сложной дистанции, это дальняя дистанция. Причем это качество они приобрели на тайквондо. На тайквондо, которым они занимались с детства, и как раз таки тайквондо подразумевает работу на длинной дистанции. Она очень помогала на самом деле и в тайском боксе, потому что очень часто там спортсмены в тайском боксе предпочитают работать среднюю, ближнюю дистанцию, в клинче и на средней дистанции. Вот. А они могли работать также на большой, длинной дистанции и очень успешно, то есть на опережении и так далее. Вот. Ну и Валентина может сделать, наверное, больше, может варьировать вариант работы, скажем, в партере и в стойке. Антонина тоже работает очень неплохо в партере, но тем не менее ей больше импонирует работа в стойке на дистанции. То есть очень многое зависит, вот как раз таки, как я уже сказал, от физических особенностей человека. А что касается характера, что Антонина, что Валентина, это железный характер в плане боя, никогда не отступают, идут до конца. Спасибо. Валечка, 2 коротких вопроса. Первый. Ты закончила режиссерский факультет Института искусств нашего киргизского. И второй вопрос. Будешь ли ты со временем заниматься тренерской деятельностью? Да, на первый вопрос, да, я закончила факультет режиссуры и кино, институт имени Биби Сарыбы Шаналиевой. Сейчас все мое время это уходит на подготовки, на тренировки, потому что, конечно, если мне хочется в будущем, конечно, создавать фильмы или делать то, что является по моей профессии. Но если говорить о кино,
то если этим заниматься, то это поглощает все твое время. И на данный момент, как я сказала раньше, мои приоритеты — это моя профессиональная карьера в спорте. В будущем планирую ли я быть тренером? Посмотрим. Допустим, сейчас я также тренер, я преподаю, в Перу я преподавала тайский бокс, мы даем семинары в разных странах, но как у нас понимают быть тренером, это открывать свою академию, свой зал и преподавать, чтобы зал твое имя носил. В данный момент я этого не планирую, потому что наш образ жизни, он такой, что мы очень любим путешествовать. Путешествовать, знакомиться с новыми странами, с людьми, тренироваться с различными спарринг-партнерами, это также приносит большой опыт, потому что ты знаешь, что есть разные техники, и ты знаешь, как с ними справиться. И такой образ жизни, он, конечно, не подразумевает какой-то стационарный зал, это очень тяжело совмещать. Поэтому в данный период жизни, я бы сказала, все строится на моей профессиональной карьере бойца. Спасибо. Отлично, спасибо. News KG. Здравствуйте, Алима Айдарова с информационного агентства NewsKG. С приездом вас поздравляем. Хотели бы, вы задели момент, что основа всего является тренировки в Кыргызстане. Вот хотелось бы узнать, какие отличия между тренировками в Кыргызстане, которые проходили, и которые проходят в Перу. Особенности, отличия. Мы знаем, что отличия колоссальные, но интересно именно, как они проходят. Это первый вопрос. Второй вопрос, вы еще задели момент про лезгинку, ваш танец. Хотелось бы узнать, почему именно лезгинка. И третий вопрос. Вы являетесь чемпионкой UFC. И не постесняюсь такой фразы сказать, что вы самая сильная девушка на планете. Как вы думаете, вы добились пика своей карьеры? Или у вас еще есть такие планы? По поводу какие различия в тренировках, если мы говорим о моих тренировках, какие были мои тренировки в Кыргызстане и мои тренировки в Перу, то совершенно в них нет никакой разницы. Почему? Потому что мой тренер Павел Федотов, он меня тренировал одинаково в Кыргызстане, одинаково в России, одинаково в Перу, одинаково тренирует сейчас. А что касается по поводу остальных ребят, то я бы сказала, не только Кыргызстан, но и все страны бывшего Союза, различие — это то, что здесь, даже если ребенок приходит на секцию, то есть из него уже автоматически он рассматривается как человек, который будет участвовать на соревнованиях, который будет бойцом, который будет, неважно, любителем, профессионалом, но будет участвовать на соревнованиях. В Перу это делится, допустим, на две категории. Первая — это где люди занимаются фитнесом, то есть не таким фитнесом танцевальным, а фитнесом единоборств, где они просто приходят и занимаются контактными видами единоборств для себя. И отдельная категория — это уже бойцы, которые тренируются практически как и везде. По поводу лезгинки. Лезгинка так сложилось, что это стало моей традицией. Потому что, когда я выступала по тайскому боксу, я всегда выходила с лезгинкой, под музыку лезгинки, и плюс к этому танцевала перед боем на своем выходе. Когда я стала выступать по ММА, мы немножко поменяли и поставили танец, лезгинку, наконец, уже после выигрышного боя. И конечно, выход под лезгинку, традиция осталась, и она идет со мной на протяжении многих лет. И третий вопрос у нас был... Пик. Угу. Насчет пик или не пик, я могу сказать, что я сейчас в хорошей физической форме, эмоциональной, моральной, то есть готова делать больше, чем я уже сделала. И для меня, знаете, это не трудно, это приносит мне большое удовольствие. Тренироваться, путешествовать, выступать на боях. Конечно, это очень большая нагрузка, потому что
Подготовка к бою – это напряжение, бой – это напряжение. И после боя ты иногда просто не хочешь ни выходить никуда, ни разговаривать ни с кем. Ты просто хочешь отдохнуть дома и привести все мысли в порядок. Но мне такая жизнь очень нравится, потому что боевые искусства – это для меня все, это моя жизнь, это моя философия, это все, что я делаю. И поэтому, как говорится, если твое дело приносит тебе радость, оно никогда не сложно. Отлично. Телеканал НТС. НТС Спорт, пожалуйста. Здравствуйте. Азирет Туратбеков, телеканал НТС и НТС Спорт. У меня следующий вопрос. Зачастую люди спортивные, люди суеверные. И можете рассказать про свои суеверия, про свои традиции перед выходом в октагон или, ну, в общем, про ваши традиции. Затем, если не секрет, то сколько составил ваш гонорар за ваш крайний бой? И в поединке между Антониной Шевченко и Валентиной Шевченко кто окажется сильнее? А насчет традиций и суеверий, на то они традиции и суеверия, чтобы о них не рассказывать, правильно? Конечно, да, каждый спортсмен, он суеверен достаточно, но что касается лично меня, то я стараюсь отступать от этих шаблонов, потому что они могут быть как и хорошими, так и не очень. Потому что если, допустим, ты суеверный и, допустим, на бой ты выходишь с правой стороны, а вышел с левой, ну что ты будешь делать на бою? Ты скажешь, я не буду драться, потому что я вышел с левой стороны. Нет. На бою ты должен быть простым воином, ты должен выполнять свою работу, и не в зависимости от того, как сложились какая-то ситуация. Поэтому суеверия, да, они присутствуют, но это не главное. Самое главное для бойца – это подготовиться к бою так, чтобы он чувствовал себя в замечательной, в лучшей форме, для того, чтобы выиграть бой, и как сложится, если нокаутом или любым другим способом, самое главное выиграть бой и подготовиться к нему наилучшим образом. По поводу гонораров, UFC-контракт, он включает в себя раздел, где бойцы, они не могут разглашать такую информацию, но для всех, кто интересуется, они всегда могут открыть интернет и посмотреть. Да, я понимаю. И по поводу поединка между мной и моей сестрой, на самом деле на тренировках мы всегда спаррингуемся вместе. Я очень благодарна, что у меня есть такой спарринг-партнер, потому что Антонина, у нее очень высокая ударная техника, у нее очень сильный характер. И когда мы были маленькие, она, старшая моя сестра, она начала заниматься раньше, чем я, и она всегда для меня была примером, как нужно себя вести на тренировках, каким бойцом нужно быть, каким характером нужно обладать и что в себе нужно развивать. И поэтому я, конечно, благодарна, что есть такой человек, на которого я смотрю и который мне дает этот заряд энергии, чтобы продолжать искать интерес в моем любимом деле. По поводу соревнований нет. Такого поединка не будет, потому что, как сама Антонина говорит, наша мама, я думаю, не поддержала бы такую идею. Сколько языков знаешь? Свободно говорю на 3, на русский, английский, испанский. Спасибо. Отлично. Портал ОМКС. Здравствуйте, приветствую всех. Первый мой вопрос, уважаемый Руслан Тудермышевич. Можете рассказать процесс подготовки и прибытия именно Валентины Шевченко в Кыргызстан, именно как проходила подготовка? Второй вопрос к Валентине. Кого предпочитаете самым лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории именно промоушена UFC? Еще один вопрос к Эмилю Тухтауну. Есть ли шанс наших бойцов Кыргызстана пробиться в UFC? И если есть такие бойцы, кто они? И третий вопрос маме Валентине Елене Шевченко. Есть ли интересные истории с детства Валентины Шевченко, такие, которые никогда не забываете? Вот, спасибо. Здравствуйте. Насчет подготовки могу сказать только одно, что
Мне всегда казалось очень тяжело подготавливаться на наши проведенные международные турниры, на турниры, допустим, WF Global. Но я даже не в шутку, но, может, даже и в шутку, можно сказать, говорил, что действительно подготовка шла очень-очень напряженной. Мы ждали последние, наверное, 5 дней, уже почти не спали, потому что ответственность была очень большая, потому что к нам ехала мировая звезда, можно сказать, наша соотечественница и, самое главное, чемпионка UFC. И могу сказать, что мечта каждого нашего бойца, который участвует на наших турнирах, которые являются звездами в Кыргызстане, у каждого есть мечта самая большая — оказаться в UFC. Но мы даже пока еще даже не мечтаем стать чемпионами UFC. А к нам приехала действующая чемпионка UFC, и могу сказать, что я, наверное, волновался больше, чем сама Валентина Шевченко. И я так думаю, пока все идет нормально, и сегодня, как сказал наш уважаемый президент Сооронбай Шарипович, Руслан, самое главное теперь джакшылап узатый, да? Так что от начала до конца, Валя, мы с вами. Я думаю, это, как говорится, в этом году мы еще будем ждать, и мы будем только рады, когда будете. Прежде я готов в год по 12 раз организовывать такие встречи, честно. Спасибо. Следующий, наверное, мне вопрос по поводу бойца, да? Один из моих любимых бойцов и самый мой любимый боец — это Бенни The Jet Urquidez. Бенни The Jet Urquidez, он один из старых бойцов. И я когда была маленькая, у нас были кассеты большие, еще не было ни дисков, ничего. И Павел нам показывал его бои. И его бои были настолько динамичные, настолько яркие, настолько характер он показывал там. И его удары ногами с разворота — это что-то. Нокауты, которые он делал, и меня всегда впечатляли. Поэтому с детства он всегда был мой любимый боец. И в 2017 году, 2 года назад, мне посчастливилось с ним познакомиться лично, и мы провели замечательный обед все вместе. Павел, моя сестра Антонина, Бенни The Jet Urquidez. Он рассказал столько интересных историй, допустим, когда то, что мы смотрели по кассете, то, что мы смотрели эти бои, это одни эмоции. А он рассказал то, как он это чувствовал изнутри, то есть потому что он был первым бойцом, который дрался с тайскими боксерами из Америки, один из первых бойцов. И то есть как это было, когда он выезжал в Японию, как он дрался там, это было очень все интересно и захватывающе. Конечно, он один из самых ярких и самых больших бойцов, которые оставили большое впечатление в моей жизни. А что касается какие еще спортсмены, если мы говорим о современных спортсменах, то такие спортсмены, как Джон Джонсон, Димитриус Джонсон, мышонок, Макгрегор, Андерсон Сильва, Хосе Альдо. То есть все эти бойцы, они не просто бойцы, которые выходят и какую-то одну технику однообразную делают. Это все очень яркие бойцы с разнообразной интересной техникой, потому что для меня боец, он должен показывать не только один какой-то стиль, а очень интересный бой, и который очень приятно смотреть, высокотехничный. И вот я бы сказала, это и есть одни из моих самых любимых бойцов. Следующий вопрос был Эмилию Токтуонову. У каких бойцов кыргызского ММА есть шанс попасть на UFC? Ассаламу алейкум. Был вопрос, вот недавно тоже задавали. Какие бойцы могут выступить с Кыргызстана в UFC? Еще вот у нас вот скоро 20 апреля выступает Рафаэль Физиев. Вы знаете, что он у меня занимался с 9 лет, с маленького. Когда он был маленьким, отец его привел. И сейчас он довольно конкретно уже готовится в свой следующий первый дебютный бой в UFC. Сейчас он тренируется на базе Tiger Muay Thai в Таиланде. Посмотрим бой, октагон покажет, кто выиграет.
В дальнейшем, я думаю, большие планы у нас и возможности кыргызских бойцов именно попасть в UFC. Это очень, конечно, нелегко, но сами видим, что вот бьемся, попадаем, мы есть там. Спасибо. Отлично. Вопрос президенту Федерации тайского бокса. Интересную историю с детства, связанную с Валентиной, с Антониной. Много же. Ну, на самом деле, как бы да, все истории, которые у нас были, они были все интересные. Я даже не знаю, о чем вам рассказать. Ну, я единственное могу сказать, что Валентина с детства всегда была очень самостоятельная. Потому что вот как бы многие матери говорят, что с детьми какие-то сложности. Да, у меня никогда никаких сложностей не было. То есть я не могу сказать, что мне было трудно или еще что-то. Нет, она была очень самостоятельным ребенком. Потом очень самостоятельным подростком. И, в принципе, я думаю, это да, большая благодарность ее тренеру, который расставил с детства правильные приоритеты. Побитые пацаны не приходили жаловаться? Ну нет, на самом деле она как была очень дружелюбная. И на в тренировках школе... не жалуется. На тренировках Ну да, не но в школе вот у нее было очень много друзей, и как бы не было никаких проблем, чтобы там что-то сказали. Наоборот, она вот приходила из школы, у нее всегда там были какие-то конфетки, шоколадки, которые ей кто-то подарил. Спасибо. Движемся дальше. Пожалуйста, секретариат WF. Вопрос вам. Здравствуйте, Рахматуллаева Аида. Вопрос одновременно Эмилю Тохтогонову и Павлу Васильевичу. Как Павел Васильевич сказал, что Эмиль Тохтогонов, Эмиль Нурдинович обладает своей природной такой техникой, то есть нокаутер. Скажите, пожалуйста, почему, когда вы уехали в Перу, не забрали Эмиля Нурдиновича, и почему Эмиль Нурдинович не уехал и остался здесь? Возможно, мне кажется, сейчас Эмиль Нурдинович был бы чемпионом UFC в какой-нибудь весовой категории 66, я думаю. Спасибо. И можно сразу второй вопрос Руслану Кадырмышеву. Если, допустим, просто представить бой Валентины Шевченко и, допустим, Абдибаитула Басурманкула, как вы думаете, Валя его побьет или Басурманкул? Нет, спасибо. на этот вопрос я отвечать не буду, честно. Спровоцирующий вопрос, да? Ну, я что хочу сказать, что Эмиль в свое время выступал много, помимо Кыргызстана, он выступал много в Казахстане, а также выступал в России. Выступал в России, то есть и выигрывал очень хорошо. По ММА он дрался, по тайскому боксу дрался, в профессиональных боях. Вот. Но на самом деле в 2005 году мы уезжали, и Эмиль в этот период уже был тренером и имел федерацию Валитуда. И поэтому он как бы остался верен вот этой своей федерации, то есть у него было чем заниматься здесь, да, то есть он хотел стать тренером, хотел развивать ММА в Кыргызстане, и поэтому вот именно благодаря этому он остался. Хотя много раз я приглашал его в Перу, вот, в то же время он ездил в Америку, возил ребят на разные чемпионаты по нага-грэпплингу. Вот, и таким образом, ну, вот, то развитие, которое сейчас вот в тандеме Эмиль имеет с Русланом, федерация Эртаймаш, мощная, интересная федерация, которая проводит так много турниров, и на самом деле много. Это каждую неделю мы слышим, что проходит какой-то турнир по кулату Эртаймаш. Это много, и вот результат того, что Эмиль остался тогда здесь. Поаплодируем, друзья. Ну давайте я все-таки отвечу, да? Таким образом, мне действительно, поскольку Эмиль тренировался с Валентиной, я как-то ему задал вопрос, говорю: слышь, Эмиль, говорю, а если по-настоящему ты сейчас вышел бы на октагон, говорю, с Валентиной, я говорю, кто бы из вас выиграл бы? Ты тоже тренируешься до сих пор. Ну, на что Эмиль ответил: я действительно знаю, какие удары у Валентины, говорит. И говорит, на данный момент у меня, говорит, шансов никаких нет. Вот таким образом я и отвечу.
Отлично, движемся дальше. Акипресс. Здесь. Давайте, у вас голос пронзительный, в принципе, оттуда. Очень много критикуют президента UFC Дана Уайта тем, что он как бы недоплачивает бойцам. Согласны ли вы с этими претензиями? А дальше что будет? Ну, вы знаете, всегда будут критиковать всех, независимо, какие бы ты хорошие дела не делал, найдутся критики. Но по поводу моего личного отношения, я довольна, как UFC относится ко мне и какие условия они предоставляют мне. Еще один вопрос, опять же, вам, Валентина. Вы уже рассказали про религию и про этот ритуал. Вопрос, умеете ли вы танцевать кардерго, и может быть, когда-нибудь кардерго заменит лезгинку? Ну, я думаю, что традициям нужно быть верным, что касается боев, но также Караджорго не стоит списывать, потому что это очень интересный, красивый танец, я его видела. И да, мне бы хотелось когда-нибудь станцевать его, возможно, на каком-нибудь просто вечере или каком-нибудь мероприятии. Последний вопрос, Валентине и Павлу Федотову, но вы уже очень много лет занимаетесь за границей, видели очень много разных залов, разный уровень профессионализма. Как вы думаете, оставаясь в Кыргызстане, занимаясь здесь боями, возможно ли попасть в UFC? Я думаю так, что для спортсмена, да, то есть вырасти в Кыргызстане, это и можно, и лучше всего расти здесь, да, потому что очень много турниров, вот как я сказал, вот турниры, которые проводит Руслан, они очень частые, да, то есть человек может участвовать постоянно, да, и это большой плюс. Это не везде так, что можно участвовать в турнирах часто, да. А когда человек участвует часто в турнирах, да, он растет быстро. Кроме того, такие отношения между федерациями в Кыргызстане и всегда они такими, что вот даже почему Антонина и Валентина быстро и хорошо росли, да, и приобретали большой опыт, потому что было легко. Мне кто-нибудь звонит из моих друзей, которые в тот период были президентами федерации, самых разных, из карате, там, из чего угодно, и говорили: вот сегодня у нас турнир, придете выступать, допустим, со своими учениками. Ну, мы, конечно, приходили каждую неделю, вот они бились по самым разным правилам, какие только здесь были. И все это дает рост. Все это дает рост тому, что человек растет. И, соответственно, то есть в Кыргызстане вырасти можно очень хорошо до определенного уровня. Но дальше спортсмену ведь интересно что? Ведь ему интересно, чтобы он защищал свой флаг, да, чтобы он соревновался с какими-то противниками из других стран. И вот здесь уже я считаю, что правильно поступают те ребята, которые, доходя до определенного периода, потом, если у них не хватает каких-то вот боев, да, уже не хватает соперников, то они могут выступать в других промоушенах, допустим, подписывать контракт с какими-то организациями, что, собственно говоря, и делают очень многие бойцы из Казахстана сейчас, вот на данный период в Таиланде, да, то есть они выезжают в Таиланд, они начинают тренироваться, допустим, на базе того же лагеря Tiger Muay Thai, они видят народ, который приезжает, они видят бойцов со всего мира, которые приезжают, они уже перестают как бы бояться, да, что есть какие-то какие-то бойцы имеющие сверх какие-то возможности, они начинают в себя верить. На самом деле бойцы у нас очень хорошие, главное еще поверить человеку в себя, что он может это сделать, да. Вот, они начинают тренироваться, и со временем, то есть они начинают учить язык. Это то, что произошло с Рафаэлем, допустим, да. Рафаэль приехал 3 года назад в Таиланд, на следующий день мы с ним встретились. Он в тот период начал заниматься в топ-тиме, вот, и он не знал ни одного слова на английском языке, да, он то есть не знал ни Таиланда, никак. Но он начал тренироваться потихоньку, мы общались, он приобретал круг друзей, которые с ним со всего мира, да, начал общаться, у него появился английский язык, он начал разговаривать, он начал понимать систему взаимоотношений, да, в профессиональном спорте, как работает, мы все знаем, как работает любительский спорт, да, но как работает профессиональный, знают не все, да, вот как раз Таиланд этому учит, потому что
в Таиланде, допустим, да, там как таковой любительский спорт, ну, я не говорю про разные виды спорта, я говорю про боевые виды спорта, да, он практически не развит. То есть муай-тай в Таиланде это в основном профессиональный вид, да, прям с детства начинают выступать по системе профессиональных правил. И таким образом вот так вот растут, да. И постепенно, то есть человек приобретает вот это вот понимание того, как работает профессиональный спорт, он учится правильно себя подавать, правильно разговаривать, да, и таким образом спортсмен растет, и в дальнейшем он уже может подписывать контракты с серьезными организациями. Вот, допустим, в том же Таиланде некоторые ребята в One FC, да, вы знаете, есть чемпионат помимо UFC, тоже крупная организация One FC. Некоторые ребята уже там выступают из Казахстана. То есть таким образом спортсмен может идти дальше, и таким образом он и попадает, да, он и попадает уже в какие-то организации и так далее. Либо, конечно, вариант, что, скажем, но опять-таки, вы посмотрите на Рафаэля, да, ему все равно потребовалось, он очень сильный боец, очень сильный подготовленный боец, но все равно потребовалось время, чтобы его немножко узнали получше, да, чтобы его рассмотрели, чтобы смотрели его бои там в Ютубе, Инстаграме, как все это работает, и таким образом вот смогли только вот, вы знаете, у него была проблема с визой, он мог бы попасть в UFC еще в прошлом году, уже все было договорено, все уже подписано, уже Дана Уайт объявил, что он будет драться на контендере, да, будет драться, но вот не сложилась ситуация с его визой, и таким образом вот на год произошла задержка. Вот сейчас он уже третий боец из Кыргызстана, кто будет драться в UFC. Движемся дальше. КТРК «Спорт». Азизат Абдраимов, КТРК «Спорт», Первый спортивный канал. Для начала поздравляю вас с чемпионским поясом. Это все-таки исторический момент, на самом деле. Все мы болели, все переживали. 3 вопроса у меня будет, или 4, но надеюсь, что быстро сейчас пройдемся. Первый вопрос такой. У вас скоро будет бой летом с Джессикой. Подальше. Джессикой у вас будет бой летом, соответственно, и вот на данный момент многие любители ММА и эксперты считают, что Джессикой, мягко говоря, не так достойна боя за чемпионский пояс. Как вы считаете, достойна ли Джессикой этого боя с вами? Она является претендент номер 1 в рейтинге 57 килограмм, в рейтинге UFC, и поэтому кто, как не она, более достойный соперник. Спасибо. Второй вопрос. Все-таки WF является непосредственным участником, так сказать, вашего приезда сюда, прилета сюда, за что тоже отдельно спасибо им. По поводу WF, я не знаю, мы припоздали чуть, был ли такой вопрос, есть ли на данный момент среди бойцов ВЭФ те ребята, которые, в принципе, могут выступить в UFC уже прямо сейчас? Но я думаю, этот вопрос должен быть к Эмилию и к Руслану. Хорошо, Руслан Джаманакович или Эмиль Нурдинович, кто-нибудь из вас ответить может? Буквально пару фамилий и почему? Конечно, есть. Бойцы были уже по поводу выступления наших бойцов в UFC. Вот Нурбекулу Эрлан был достоин выступить, так как он женился, уже 2 детей, поэтому он уже отпадает. Канат Гильдибеков у нас есть, Бусурманкул Абдбейтулу вот растет тоже после ВЭФ, уже им 1 выступает. Джумабегул Ахтилек могут выступить, очень сильнейшие бойцы, конечно. Как мой тренер говорит, Павел Федотов, всегда он говорит, в Америке тоже бойцы так и тренируются, так и бьются, как в Кыргызстане. У них тоже 2 руки, 2 ноги. Поэтому, да, наоборот, у нас бойцы очень жесткие в характере, чем может быть там. И возможность очень велик, может выступим в скором будущем. Спасибо. Дай бог, дай бог. Сдвоенный или стройный вопрос задам сразу же. Во-первых, я знаю то, что когда вы дрались с Холли Холл в Чикаго, очень много наших соотечественников прибыло туда поболеть за вас. В Коннектикут, когда Антонина тоже выступала, тоже приезжали, болели. Во-первых, насколько важна поддержка за границей наших ребят. Во-вторых, у вас намечается ли бой Нугес Шевченко 3?
потому что все мы знаем, насколько неоднозначно был результат, и вы сами сегодня говорили, что можете перейти в другую весовую категорию, снова к ноннисе, так сказать. И последний вопрос. У вас контракт с перуанской организацией. Насколько у вас рассчитан, если не секрет? Или же у вас до конца вашего выступления, до конца вашей карьеры вы будете выступать под эгидой, так сказать? То есть два флага. Перуанский флаг и кыргызский флаг будет. Спасибо. Хочу начать с третьего вопроса. У меня нету никакого договоренности, никакого контракта, подписанного с перуанской организацией, и никогда не было. Я, да, буду продолжать под двумя флагами, потому что для меня эти страны, не только это, то есть не только Кыргызстан, Перу, также я могу сказать Россия, они составляют... Я жила в этих странах. Кыргызстан моя родина. В Перу я прожила 8 лет, в России мы прожили 3 года. И, конечно, они составляют часть меня, которые, то есть я провела часть своей карьеры, часть жизни там, и, конечно, они для меня много значат. Поэтому я буду выступать под флагами, конечно же, Кыргызстана и Перу, потому что, как и раньше. Так, второй вопрос был. Сейчас я планирую, я уже отвечала на этот вопрос ранее, я планирую полностью сосредоточиться на моей карьере в моей весовой категории 57 килограмм, потому что, как раньше сказала, что я долго ждала, когда откроется эта весовая категория, где я могу реализовать полностью свой арсенал технический и физический, и я очень рада этой возможности, поэтому я хочу по максимуму выступить и показать себя именно в этом весе. Но что касается Аманды, да, у нас, как я не перестаю, не прекращаю говорить, у нас есть незаконченный разговор, и я думаю, что мы еще вернемся к нему. Спасибо. Да, поддержка, она очень важна всегда, конечно, и в Чикаго одна из самых мощных киргизских сообществ, которые есть в США. И, конечно, когда я дралась в 2016 году против Холли Холм, я это почувствовала. И помимо поддержки, там еще есть киргизская кухня, киргизские рестораны. И их там в Чикаго около 4 или даже 5 ресторанов. И не только азиатская кухня, не только микс, это чисто наша киргизская кухня. И это, конечно, очень... Да. Когда мы там бываем, мы, конечно, не упускаем ни одной возможности. Спасибо. Движемся дальше. Гезит Кейджи. Так, отсутствует. Гезит Кейджи. Хабар. Отлично. КТРК радио. Ну и тогда, дорогие друзья, давайте постепенно к завершению продвинемся, потому что достаточное время мы уже здесь. По одному вопросу, вот два наших гостя, пожалуйста. Семитай Аманбеков, редактор информагентства Эль-Гезит Кейджи, журналист и одновременно большой поклонник ваш, Валентина. От лица многих поклонников кыргызстанцев смешанных единоборств большое спасибо вам за то, что после каждого боя ваш неповторимый танец и флаг нашего Кыргызстана — это просто супер. Спасибо большое. Теперь мои вопросы. Первый вопрос. Вы славитесь как очень универсальный боец, но все-таки позиционируете себя изначально как хороший ударник. Но в последних боях, вот это с Джулианой Пеней, с Присциллой Кашуэрой, вы в одном случае закончили бой сабмишеном, во втором видели неоднократные тейкдауны. Означает ли это, что ваш геймплан больше перерастает и больше будет превалировать грэпплинг? Что чуть изменился геймплан и больше будет превалировать грэпплинг? Второй вопрос. Вот был интересный случай недавно, когда на бразильскую девушку напал грабитель и очень пожалел, там отделался с переломом челюсти, там, по-моему, Поль Виллиана, да? Вот вы тоже создаете такое очень обманчивое впечатление, хрупкое, красивое. Было ли у вас подобные случаи? Использовали ли вы свои боевые навыки вне октагона, вне ринга?
И если нет, то если такая ситуация будет, что вы будете делать? И третий вопрос уважаемому тренеру. Ваше напутствие молодым кыргызстанцам, кто хочет повторить славный путь Валентины Шевченко, Рафаэля Физиева, Антонины Шевченко, ваше напутствие и как можно будет попасть к вам в зал в Tiger Muay Thai? Как это могут сделать кыргызстанцы? Спасибо большое. По поводу... Начнем тогда с третьего вопроса, да. Ну, напутствие, я думаю, я уже основное сказал, да, что самое главное ребятам здесь начинать тренироваться так же, как тренировались в Кыргызстане всегда, выступать на соревнованиях. Тут, наверное, есть определенный момент, который я хотел сказать. Очень многое зависит от родителей, да, то есть если родители своего ребенка заставляют тренироваться, точно так же, как заставляют ходить в школу, да, то соответственно, ребенок получает необходимые навыки, да. Допустим, понятное дело, допустим, даже если мы отдадим человека просто в бассейн плавать, это тоже нагрузка, это тоже плавание, это нагрузка, но та нагрузка, она же неоценима, то, что человек на всю жизнь научится плавать, он будет физически развитым и подготовленным, да, то есть, поэтому к физическому воспитанию нужно относиться точно так же, как относятся, к школе, да, это совершенно однозначные позиции, да, вот. А дальше спортсменам, конечно, если спортсмен дошел от определенного периода, когда обычно уже человек взрослый, когда он понимает уже, что он хочет делать и так далее, тогда он уже сам выбирает. То есть, если он выбрал карьеру профессионального бойца, как я сказал, пусть лучше уже начинает, то есть, после каких-то промоушенов, которые есть здесь у нас в республике, дальше уже начинать выступать в других промоушенах, приобретать опыт и двигаться дальше по своей карьере. Для того, чтобы это совершенно несложно сделать. Любой человек, который имеет желание, может приехать в Tiger Muay Thai и может тренироваться без всяких проблем. Главное приехать. Насчет вашего вопроса мне кажется, вы сами на него ответили. В самом начале, когда сказали, что я позиционируюсь как универсальный боец, и это и есть, заключается вся моя работа. Да, я провела много лет, я имею больше титулов чемпионки мира по тайскому боксу, но самая основная идея Павла всегда была это воспитывать универсальных бойцов. То есть мы никогда не тренировались одному стилю. Как Павел сказал раньше, мы выступали во всех соревнованиях, которые только были в нашей стране. Он нас выставлял по любым видам спорта. Мы начали тренироваться на полу, борьбой в партере, то есть задолго еще, и всегда тренировались параллельно. Всегда это было... У меня вот многие спрашивают, какой транзишн был от тайского бокса к ММА. Я говорю, не было транзишна, потому что мы всю жизнь тренировались всем. И по поводу моих субмишенов в последних боях, если посмотреть статистику, там примерно 50 на 50 идет. 50 субмишенов, 50% именно либо нокаутов, либо технических нокаутов, либо решений. И моя тактика ведения боя зависит от четкого тайминга, что я могу сделать в данной именно ситуации. То есть я готова ко всему, я готова сделать нокаут, я готова сделать болевой, я готова сделать удушающий, все что угодно. Главное это найти правильный момент. И если момент ты видишь, что это для проведения болевого, то надо его заканчивать. Если для нокаута, надо нокаутировать. То есть в этом и заключается универсальность бойца, то, что он может делать все. И насчет вне ринга? Насчет вне ринга. Были случаи, да, также были, когда приходилось, много в Перу приходилось именно такой опыт приобретать. Но это жизнь, может случиться все что угодно, поэтому, конечно, мои навыки мне пригождаются в таких ситуациях. Самый такой жесткий, расскажите, какой был? Самый жесткий. В Перу, вы знаете, там, если на улице что-то случается, то есть это именно
хотят что-то отобрать, хотят ограбить, потому что как такового там не пристают никому, только чтобы подраться, да. Но если, допустим, это как часть их профессии, можно сказать, но если они встречают сопротивление, то есть как бы больших слишком противостояний можно и не встретить. И пару случаев было, когда мне приходилось применять, но зачастую мы всегда выигрывали эти ситуации. Огромное спасибо. Уже 100-я минута идет нашей пресс-конференции. Пожалуйста, один вопрос, и на этом, думаю, будет круто, если мы завершим нашу пресс-конференцию. 2 вопроса. Хорошо. Здравствуйте, Радио Мурал, Садырбек. Во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы такая есть, вы такая смелая, такая сильная, поднимаете наш флаг в таком мировом уровне. Да? И теперь мой вопрос, кто является вашим мотиватором? И второй, что вы посоветуете молодым спортсменам? По вашему мнению, что самое главное для спортсмена? Мотиватором, в первую очередь, это моя семья. В первую очередь я благодарна маме, что она дала нас на секцию нашего тренера Павла, то, что она привела в мир боевых искусств меня и мою сестру, и это меня сформировало как личность. У меня нету такого, что мне нужно какое-то вдохновление извне для того, чтобы продолжать мою карьеру. Нет, такого нету, потому что мне очень нравится чем я занимаюсь. Я люблю свою жизнь, какая она есть, и я люблю боевые искусства в ней. Конечно, Павел, он делает мою жизнь очень интересной, очень насыщенной. Мы всегда движемся, мы всегда не стоим на одном месте, всегда путешествуем, всегда что-то делаем. Это, я думаю, самый большой мотиватор, который у меня есть, это моя семья, мой тренер, мои близкие люди. И второй вопрос был... Совет молодым спортсменам, что самое главное для каждого спортсмена? Самое главное, это, несмотря ни на что, продолжать заниматься, потому что в спортивной карьере бывает все. Это тяжело, путь бойца это тяжело, потому что если бы это легко, каждый второй бы занимался, и каждый второй получал бы большие гонорары и был бы счастлив. Нет, это могут делать только те, которые побороли себя, которые сказали в нужный момент надо идти дальше, и они шли дальше, и это, так сказать, их судьба вознаградила их. И самый большой совет – это продолжать. Неважно, выиграешь ты, проиграешь бой, продолжать заниматься, делай все, чтобы улучшиться. И вот эта вот стабильность и всегда ответственность и, так сказать, ответственность своему делу, оно и дает результаты. Всем огромное спасибо, ваши бурные аплодисменты, дорогие друзья. С вами была действующая чемпионка организации UFC Валентина Булыч-Шевченко. Ну и с вами модератор я, Кайрат Мусаев. Всем до свидания, до новых встреч. Да, давайте.